Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники». Здесь мы ведем дискуссии по разным важным вопросам. Предвыборных речей политиков больше нет, а прошедшие выборы разрядили атмосферу, и мы думаем, что сейчас важно посмотреть на все, что было в этой выборной кампании, проанализировать результаты выборов и ответить на вопрос: для судьбоносных выборов принято ли судьбоносное решение для страны? Конечно, поговорим и о свежих судебных решениях с тюремными сроками для бывших политиков, и о том, как могут развиваться после выборов отношения между Кишиневым и Камратом. Обо всем этом прямо сейчас, друзья. Сегодня в нашей студии наш коллега, журналист, политический комментатор, поэтому оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими дискуссиями. Через несколько секунд начнем. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» журналист Михаил Сиркели. Михаил Сиркели с 2003 года по настоящее время исполнительный директор общественной ассоциации «Пилигрим Демо». 2007 год региональный эксперт Института развития и социальных инициатив ВИИТОРУ по вопросам развития НПО, работающих с уязвимыми группами населения. 2008 год руководитель Офиса местного экономического развития в Гагаузии, Главное управление экономического развития Гагаузии. 2012-2015 годы советник тематической рабочей группы по Гагаузии в рамках Национального совета по участию миссии ОБСЕ в Молдове. С 2017 года по настоящее время администратор онлайн-медиа Nokta.md. 2017-2022 годы автор, продюсер и ведущий ток-шоу «Регионалы» на ТВ8. С 2017 года по настоящее время автор ток-шоу «Nokta Live» и «Цена свободы». С 2024 года по настоящее время соведущий подкаста «Это вам не мешки таскать». 2009-2014 годы в составе ОБСЕ осуществлял наблюдение по выборам в 14 странах. С 1999 по 2004 годы Технический университет Молдовы, специальность обработка естественного языка. С 2008 по 2012 годы Камратский государственный университет, специальность социальная помощь. С 2012 по 2014 годы Камратский государственный университет, специальность местное публичное управление, магистратура. Михаил, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Много и долго учились. Здравствуйте. Вы тут выкопали все понятно, я вам скинул свое интервью, в смысле CV. Там все, я уже даже забыл, где я учился. Да, есть такая рубрика, мы ее намеренно задумывали, чтобы люди понимали и знали бэкграунд гостя. И мне тоже напомнили, да? И вам напомнили, да? Да. Только мы ничего не нашли с Соросом, связанное в биографии. Ну, почему же? Это же все под руководством Сороса, что? Да. Ирония. Можно и так. Можно и так. Да. Михаил, наверное, правильно будет сказать о том, что самым важным событием этого года являются парламентские выборы. Они прошли. Но сегодня мы предлагаем с вами поговорить немножечко, посмотреть глазами поствыборной Молдовы на предвыборную кампанию, на то, какой характер она носила, какие новшества внесла в нашу жизнь в Молдове. И вот первый вопрос касается именно информационные манипуляции и вмешательство извне. Вот эти темы, они остро обсуждались в предвыборный период. На ваш взгляд, как вот эти явления отразились на результатах выборов? Ну, слава богу, они не отразились в той мере, в которой хотели бы, чтобы отразились те, кто инициировал это все. Мне кажется, должны понимать, что на самом деле против Республики Молдова была развернута полномасштабная гибридная война. Да? Это были не только информационные манипуляции, это было психологическое давление, это были деньги, это был подкуп избирателей, это был подкуп политиков, это были атаки на наши эти самые цифровые ресурсы, государственный сайт, да, которые в основном те, которые связаны с выборами, да, то есть базы данных избирателей, обработки данных. Единственное, что не делала Россия в этой избирательной кампании, вообще в течение этого года, она не бомбила наши города и все, не убивала людей, как она это делает в Украине. А все остальное было.
130 тысяч человек подключены. Понимаете, мне кажется, мы тут немножко совершаем ошибку, сами себя обманываем, когда мы называем, значит, это подкуп избирателей. Хотя власти Республики Молдова как бы должны опираться на какую-то статью закона для того, чтобы от нее отталкиваться дальше и осуществлять какие-то оперативные действия. Но если в реальности посмотреть на ситуацию, то вон те самые 130 тысяч человек, которые получали деньги от Шора, начиная с апреля месяца 2024 года, и, наверное, продолжают получать на свои счета, только у Шора ограничена возможность обналичивать эти деньги, да, людям. Вот, там же целый рынок развился, да, вот этих вот менял, которые приходили домой к людям. Ну, теперь кто-то побаивается, кто-то... Ну, кого-то посадили откровенно, да, то есть как бы там 3 человека сидят, были же эти самые, да, то есть арестовали огромное количество денег. Вы когда-нибудь, я первый раз увидел, как 20 миллионов лей выглядят на одном столе, да, то есть это же огромные деньги. Россия вложила в прошлом году на президентские выборы, вложила в то, чтобы повлиять на выборы в Республике Молдова 1% нашего ВВП. Вот представьте себе, 1% ВВП Республики Молдова был потрачен Россией для того, чтобы повлиять на выборы, исказить результаты референдума, исказить результаты президентских выборов. Да? В этом году вложили, специалисты оценивают, в пределах 300-350 миллионов долларов. И вот эти люди, которые получали, они должны понимать, что они не просто получали деньги, они стали наемниками Российской Федерации в этой гибридной войне. И я везде обращаю внимание на тот момент, что деньги платил Промсвязьбанк. А Промсвязьбанк — это банк Министерства обороны Российской Федерации. Да. Министерство обороны Российской Федерации не занимается социальной помощью. Министерство обороны Российской Федерации занимается войной. Оно финансирует войну в Украине, этот Промсвязьбанк финансирует войну в Африке, финансирует войну в Сирии. Да? Михаил, хорошо. Если это все было известно, а это таки было известно и было понятно в нашей стране, что с апреля 2024 года вот такие вливания, назовем это, да, из России сюда приходили, и они, безусловно, поражали наше общество. Да. Да? А общество молдавское жило своим чередом. Шли выборы, есть политики, есть политические баталии, и, конечно, вопрос возникает, об этом знало государство, и почему не предпринимались меры такие с самого начала, тогда, когда это началось только за 2-3 месяца до. И этот вопрос людей интересует. Ну, президент, мне кажется, дал ответ на этот вопрос, и мы сами ответ этот видели. Значит, нельзя сказать, что государство не предпринимало действия. Государство предпринимало действия, полиция знала, что происходит, полиция знала, где приходят деньги. Документировала. Не только документировала. Полиция приходила на адреса, ходила по адресам с обысками, где находились эти деньги. Но без сотрудничества со стороны прокуроров, без санкций прокуроров, они не имели права ничего делать. Они просто приходили, они видели, что там деньги, и уходили. То есть отсюда... В этом году ситуация изменилась в том плане, что прокуроры начали делать свое дело. Прокуроры стали помогать полиции, прокуроры стали заводить уголовные дела, и мы имеем полное изменение ситуации. Да? То есть мы имеем аресты, мы имеем конфискации. А так полиция приходила, у них нет права конфисковывать, у них нет права задерживать. Они просто пришли, посмотрели и ушли. И когда прокурорам говорили, слушайте, мы вроде в общей стране живем, да? Это же наша страна, мы должны как-то ее спасать. Прокурор говорит, это ваши там политические разборки, мы в них не лезем. То есть сейчас оздоровилась ситуация в прокуратуре, скажем, да, и, соответственно, по-другому стало действовать правоохранительные органы, и поэтому в канун выборов, как это воспринимают очень многие граждане страны, что именно в канун выборов начались вот эти вот задержания, обыски и так далее. Но я общалась с юристом, у которого достаточно солидный опыт работы, который говорит, вы понимаете, дело в том, что даже тогда, когда это было замечено в апреле 2024 года, для того, чтобы правоохранительные органы приступили к каким-то действиям, есть процедуры, которые законом предусмотрены, и их надо обязательно соблюдать. Это и документирование, это и вынесение определенных решений, это анализ ситуации и т.д. и т.п. Это вот коротко для тех зрителей, которые в Гагаузии все еще считают, что правоохранительные органы стали работать именно в канун выборов, но не тогда, когда как минимум жители автономии были в числе тех 130 тысяч, которые получали эту помощь. Боюсь, что жителям автономии сложно доказать что-либо. Они живут в своих иллюзиях, и я
Надеюсь, мы сегодня поговорим об этих Безусловно. иллюзиях, понимаете? Вы же не можете объяснить человеку, что он нарушил закон. Но мы Если он- должны это обсуждать. Нет, конечно, и объяснять безусловно, людям в мы это стране. скажем. Просто люди думают, что закон, не спрашивают, а что, Евгений Гуцул действительно будет сидеть? Ну, конечно, будет сидеть, что не должен сидеть. Если мы с вами говорим о правоохранительных чё он не органах, должен сидеть? Михаил, Да. вот вопрос такой. В этом году действительно мы все, жители Молдовы, наблюдали за тем, что как никогда слаженно действовали правоохранительные органы на вот этих всех проплаченных митингах. Мы наблюдали это и на той железнодорожной станции, когда там Шор собирал своих сторонников на митинге, и у зданий правительства. Что, на ваш взгляд, означает вот эти вот действия правоохранительных Решительные, органов? да? Да, вот эти решительные. Ну, это говорит о том, что Готовность системы? конечно, с точки зрения вопросов безопасности полиция показала свою слаженность. Во-первых, есть политическая воля, да. Политическая воля была, скажем так, послана правоохранительным органам. Правоохранительные органы, значит, проанализировали ситуацию, спецслужбы получили эту информацию необходимую, да. Они собрали всю информацию, отработали некий слаженный механизм реагирования на все это. То есть Тоже- вы сводите к мысли, что раньше вот такого слаженного действия правоохранительных органов не было, потому что не было политической воли у людей, кто Нет, руководил страной. политическая воля была. Смотри, там было две вещи, если мы говорим про, Система пораженная. про выборы и референдум прошлого года. Первое, мне кажется, общество и политики, руководство страны немножко отходило от шока. Да? Особенно от шока башканских выборов. Относительно того, сколько много, как они вообще все это умудрились провернуть. Просто они просто не смотрели в эту сторону. Да? То есть, как бы... А сценарий реализовался такой? А сценарий реализовался, и все такие, опа, а что происходит вообще? Да? Потом были местные выборы. Тогда уже лучше подготовились, но тогда уже были на уровне решения приняты, с моей точки зрения, правильно только на уровне Центральной избирательной комиссии. Система судебная по-прежнему не хотела в это вмешиваться. Да? Вы помните, сняли Да, партию это было «Шанс» и так очевидно, далее, да. да. Потом, скажем так, информационно, имеется в виду в стране, сделали свою работу, имеется в виду правоохранительные органы и политическое руководство, которое предупредило общество об угрозах. Помните видео, да, тренирует молодых людей. И это же мы все видели. Вы же помните, в Гагаузии в 2014 году арестовали молодых мы людей. Мы помним не уже, просто да. тех, которых Да. арестовали, а тех, которые скрывались многие годы в другой стране. И которые сегодня работают в Защищая Народном себя. собрании, Да. и чьи родственники ведут главное политическое ток-шоу на ГРТ. И являются и которые членами являются партии членами Шора. партии, да, Да. Фортуна Молдова Марь. Правоохранительные органы проявили, с моей точки зрения, высокий профессионализм и в плане работы. Они, кстати, проявили это еще и в период местных выборов. Просто, опять же, тогда мы не видели участия прокуратуры. Прокуратура не хотела в это вмешиваться. Прокуратура говорила, ребята, это ваши политические разборки. Но как только прокуратура стала работать, то пошли аресты, пошли задержания, что позволило нейтрализовать, что позволило не допустить сценария дестабилизации страны. Вы же помните, как они начинали в Гагаузии, да, раскачивать. Потом пытались в Кишиневе раскачать. Не получилось. Но в Гагаузии очень быстро раскачали, потому что мы не поняли, как произошли те выборы, о которых вы только что сказали, да? Как Башканами избрался. Нет, я имею в виду раскачать в плане дестабилизации. Им очень быстро удалось нам всех запудрить мозги, простым людям запудрить мозги. Мы все так не Совершенно, да. обернулись, а тут смотришь, и у кого-то родственники уже в сетке Шора, у кого-то там, не знаю, там, кто-то еще в сетке Шора. Ну Ты и смотришь, очень много людей. и все смотрят на тебя такие, улыбаются. Типа ты там дурачок. Нет, Сидишь там, интересно- рассказываешь интересно, это. А мы тут получаем лаве каждый день. Но интересная история о том, что действия правоохранительных органов все-таки дали людям понять, обществу, как минимум тем, которые были вовлечены в эту сетку Шора, дали людям понять, что это незаконно, из этого надо как-то выходить, и кто-то начал очень осознанно отходить. О чем я говорю? Я не могу называть имен людей, которые мне эту информацию сказали, но многие учителя оплатили, как минимум, этот штраф и скрывали, что
их приглашали в прокуратуру, что с ними беседовали. То есть, понимаете, людям становится очень стыдно за то, что они в это вовлеклись. И мне кажется, это нормально, когда людям становится стыдно, что в эти процессы вовлеклись люди, которым кто-то внушил, что это законно. А мы знаем, кто внушил, что это законно. Председатель Народного собрания Гагаузии делал брифинг и говорил, это законно, это социальная помощь, которая придет к вам на ваши карточки. Выходили начальники, наверное, распоряжения от разных начальников управления, которые говорили людям, это законно. Поэтому я могу, и мне кажется, что в нашем обществе, после того, что столько позора было за последние 2 года в связи с этим подкупом и со всеми, мне кажется, нам надо научиться принимать покаяние, я не знаю, как правильно, Нет, смотрите, тех людей, которые понимают, что это было неверно. Можно так. Нужно так. Это Я не считаю, что нужно так. Давайте, Люди как? должны понимать, что они несут ответственность. Мы доверяем учителям учить наших детей. Да. И мы хотим, чтобы они послали нашим детям правильные сигналы. Да? Что это хорошо, это плохо. Брать деньги за голос – это плохо. Да? Ну, как ты можешь верить Константинову, если у него на лице написано «я незаконен»? Но спикер Народного собрания говорит. Какая разница, ты хоть, не знаю, там, корону на него повесь. Это же Константинов. Как ты можешь ему верить? Ты что, не знаешь, что такое Константинов? Или Кристева? Что, не видно, посмотрите на это лицо. С тем замазано, с этим замазано. Да она вообще не тянет на начальника управления образованием. Ну, мы же не понимаем, кто такая Кристева. Просто люди испугались, люди боятся говорить, понимаете? И говорят, окей, мы пойдем, пристроимся, окей. Но мы-то хотим, чтобы они учили наших детей. А если они сами себя отстоять не могут, как они могут научить наших детей? Ну, здесь есть вопрос, да. Но эти Для штрафы другой- в предвыборный период очень многие говорили о том, что этими штрафами чего вы Ну, хотите на самом добиться. деле, не надо, я сейчас не пытаюсь свалить всю учителю вину только на учителей. Здесь Но мы говорим просто здесь о комплекс вещей. людях, которые работают в публичных органах Здесь комплекс вещей. Один из вопросов то, что как бы у нас, мы же живем, понимаете, мы должны понять, что мы живем в Гагаузии. И то, что творили на последние 3 года и масштабировали на всю страну, в Гагаузии мы это видели на протяжении последних 20 лет. Мы сами участвовали в выборах, мы сами видели, как, ну что, давайте далеко ходить не будем. Давай. 2019 год. Выборы не состоялись. Кое-кто продавил эти выборы, чтобы они состоялись. Правильно? Мы говорим Давайте о башканских назовем, выборах. Я говорю, имена, да, потому что... конечно. И назовем имена: Ирина Влах, Иван Кумур, члены Центральной избирательной комиссии. Вы говорите о 92%, которые были Я говорю о посчитаны. 90%. Нет, я не про 92%, я про... Да, 92%, и я говорю про явку. Когда мы, как наблюдатели, сказали, что явки нет, и выборы нужно признавать несостоявшимися, нужно организовывать через 2 недели новое голосование. Кто-то решил, что нет, мы не хотим через 2 недели еще раз идти на выборы. Продлили. Мы продлили работу избирательных участков на целый час, без всякого на то основания. И мы спрашиваем председателя Центральной избирательной комиссии: ребята, что происходит? Он такой: а что? Это они решают. И есть видео, где односталка Александр, как его? Нет, этот односталка, Ну, то который опять депутат. Ферапонтьевский, да. Как он заходит в избирательный участок и дает указание председателю участкового избирательного бюро продлить работу. Да, был, конечно. Это что, не давление? Конечно, давление. Давайте вспомним, как натянули результат. Помните, в Лугане были до выборов в 10 округе, если я не ошибаюсь. Да. Да. Там просто вот так вот за ночь перевернули. Потеряли протокола. Потеряли что-то протокола, да, нашли да. там где-то, да? Давайте вспомним Константинова. Его же сняли с выборов. И там же было доказано, что он покупал голоса. Ну, с в Константиновым первом округе. много чего, да, можно Да. вспоминать. Это же просто... давайте вспомним, как избирали председателя в 2012 году. Ой, Константинова. зачем об этом еще В 22-м вспоминать? году. Это Не, ну уже подожди- свежо. это Нет, свежо. подожди, нет, за это нужно вспоминать, потому что это рисует контекст, что в Гагаузии все к этому привыкли. И когда начали, и такие говорят: а что, действительно, в чем проблема? Дают деньги, мы берем. Просто вся вот эта вот политическая система и вот этот вот вакуум, этот пузырь, в котором мы жили в Гагаузии, да, вот эта атмосфера подкупа голосов, подкупа депутатов, зарплаты в конвертах, да, это же все было. Люди говорят: ну что, да, правоохранительные органы не борются с этим, да, правоохранительные органы вообще туда не смотрят. Да. Люди такие говорят: ну действительно, а в чем проблема? А когда начали бороться, все такие: а что происходит? Ну, тогда стали Мы задумываться же о в том, 20 кто дал эти указания нам. Ну, конечно, понятное дело, но какие указания могла дать Кристева, которую поставил на эту должность Шор? Она же других указаний давать не Ну могла. вот предложила учительскому составу: давайте подключаться к этой, давайте свои Согласен. данные для того, чтобы получить Я эту к тому, помощь. что я просто немножко так наехал на учителей.
вина частично у них тоже есть, но просто нужно, сказав А, нужно сказать и Б, что как бы Это правда. создалась атмосфера в Гагаузии, это атмосфера безумия, и сохранить как бы достоинство и смелость сказать нет, я не буду брать, тогда ты будешь выглядеть как белая ворона, да, и тебя начнут атаковать. Ты как бы не можешь это себе, ну, как бы позволить, да? Ну, смотрите, есть все же Просто, из что я учительской хочу сказать, среды. Гагаузия не может себя вытащить, как барон Мюнхгаузен, затянув волосы из болота. Гагаузии кто-то должен помочь. Гагаузия слишком глубоко увязла в своих иллюзиях, в своих преступлениях, да, политических, неполитических. И проблема в том, что Гагаузия самоизолировалась и не хочет принимать эту помощь. Вот вы говорите, Гагаузия сама не может, кто-то должен помочь. Вот большинство, которое проголосовало на выборах так, как проголосовало, об этих результатах будем говорить, вот они и видят, что тут пророссийские силы должны помочь Гагаузии вытащиться откуда-то, где мы оказались. А вы о какой помощи говорите? Ну, Гагаузии? давайте разбирать как бы, по порядку. Пророссийские силы никак не могут Гагаузии выйти из этого болота. Они туда ее загнали. Они ее загоняют туда планомерно, методично, и загнали ее в это болото, из которого Гагаузия даже не понимает, что он находится в болоте. Это, как знаете, лягушку варили медленно. То же самое произошло с Гагаузией. Помочь может Кишинев. И Кишинев, в принципе, как бы эту помощь предоставляет. Вы же помните эту знаменитую встречу 2 сентября, я обычно дату не помню, но вот эту дату запомнил, 2 сентября или 3 в Народном собрании. Президент с депутатами Народного собрания. Да. 22 года это было, да? В сентябре 22 года. Вы же помните, какие дискуссии там были? Ну, давайте напомним, о чем были эти Да, дискуссии. президент пришла и сказала, смотрите, давайте как бы вместе. Вот как бы вам нужен гагаузский язык, давайте я помогу вам гагаузский язык. Там такая атмосфера звучала, ее можно было просто услышать в этом зале, да. Там единственное, что они сказали, да достал ты со своим гагаузским языком. Но возле президента тогда сидела еще тогдашний Башкан. Нет, она просто сидела, молчала и как дурачки там, я надеюсь, они не обидятся за меня. Ну, не обижайте. Некоторые, Давайте. не буду называть имен. Не надо. Да. Как сидели, ну послушайте, давайте мы должны называть вещи своими именами. Они сидели, прыгали, извивались, сами не понимали, что говорят. Да, эти глаголы подходят. Просто дурачки надо И остаться. орали, просто убеждали президента и учили ее, на каком языке она говорит. Она должна говорить. Да? Она им говорит, слушайте, давайте будем как-то решать совместные проблемы. Одна там, не буду называть ее имени, сейчас депутат парламента. И я вас очень прошу, езжайте в Россию, договоритесь. Мы скоро будем делать уроки при свете лампадки и при буржуйке. Я хочу посмотреть фотографии. Кто-то в Чадырлунге делал уроки при свете лампадки и при буржуйке? То есть вы считаете, что вот это утрированное такое отношение к тому, недооценили, для чего пришел президент и о чем можно было говорить с просто президентом? они не хотели, реально о чтобы она им Гагаузии? помогала. Вот и все. Вы знаете, мне очень часто я высказываю такое мнение, что у нас говорят о том, что центральные власти давят на Гагаузию, не дают ей возможности развиваться. А у меня всегда было другое впечатление. Мне казалось, что до Майи Санду все те люди, которые были во главе страны, они умышленно разрешали делать все, что хотят здесь делать местные власти. Ну, они использовали это народ. чувство, они использовали народ, но это позволял им делать Кишинев. И вот это сыграло злую шутку, потому что здесь какая-то атмосфера вседозволенности существовала в Гагаузии. Согласен. И это привело к тому состоянию, в котором сегодня находится Гагаузия. Ну, давайте вспомним, с чего все начиналось. Не будем заходить слишком далеко в историю. Начнем с того периода, когда была создана гагаузская автономия, закон об особом правом статусе. Мы же все помним, какие взаимоотношения сложились между центром и комратом. Такое неписанное правило. Министры сюда приезжать самостоятельно не могут, президент сюда самостоятельно приезжать не может. Если приехал министр или президент, первым делом они должны зайти к Башкану, Башкан их берет за ручку, и они вместе идут, встречаются с кем угодно. С примаром, с директором школы, с кем угодно. Если идут какие-то деньги в регион, они ни в коем случае не могут пойти напрямую. Примарии, детскому садику, школе. Они обязательно должны прийти сначала в исполком. Даже те деньги, которые планировалось направить, все обсуждалось деньги, и советовались, куда можно направить. Все деньги, даже гранты. Да? Да. Вот как вы там решите, ребята, так мы это и сделаем.
Это создало что? Это искусственно накачало властью исполком и Народное собрание, которые должны, с одной стороны, думать, как развивать экономически. Они этим не занимались, они просто занимались распределением денежных потоков. Вы дайте нам сюда деньги, и от них зависело, у них в руках и хлеб, и нож. Да. Ну да. И 14 миллионов евро Ну, оказалось. не в только руках. там, сколько в бюджете там, мы, если начнем копать, там, ладно, 14 миллионов, правильно, согласен, но 14 миллионов за 4 года. А у нас в год... Европейских средств, я Да. говорю, которыми распоряжалась, в том числе распоряжался Согласен. исполнительный комитет. Потому Но не что... только это. Не только это, да. Да. И они почувствовали себя, да мы ж тут короли. Понимаете? И вместо того, чтобы заниматься гагаузией, они уже сидели, думали, как я попаду в парламент или в правительство. И буду там всех остальных учить, как нужно жить. И это, конечно, создало эту атмосферу. Оно не могло создать другую атмосферу. Пришло новая власть, она сказала, смотрите, я с вами как бы в эти игры играть уже не буду. Я буду работать с теми, кто хочет работать. А оказалось, что на нижнем уровне тоже как бы особо работать не хотят. Тоже ждут 3К, да? Ну, то есть получается, что Кишинев попробовал Ну, Кишинев по-другому. Вы же помните эту истеризацию общества? Ирина Влах сидела каждый день, записывала видео. Кишинев нас не уважает. Кишинев то, Кишинев все. Женщина один раз приехала, я имею в виду президент, да? Спросила, ну, ребят, что вы хотите? Давайте как бы обсуждать. Наше сердце, вот что, давайте. Вот деньги хотите, давайте обсуждать. Там гагаузский язык хотите, давайте обсуждать. Только не нужно нам указывать, как нам жить. Только не нужно быть инструментом России в этой гибридной войне против нашей страны, общей страны. Ну, а Эти это- сказали, не-не-не, брак нас избунести. Мы хотим делать то, что мы хотим. Мы хотим брать деньги Шора. Мы хотим, значит, тратить деньги, как мы хотим. И вы нам здесь не указ. Дайте нам суды, дайте нам Конституционный суд, дайте нам то, дайте нам все. А не слишком ли много вы хотите, ребят? Ну вот все, что вы говорите, безусловно, это все про жизнь гагаузской автономии и про взаимоотношения властей Кишинева Да. и Камрата, безусловно. Но из этого всего болота, как вы чуть выше сказали, сложно не согласиться с этим. Потому что Нам мы слишком- надо как-то... мы слишком далеко зашли. Да, нам надо как-то выбираться. И вот эту дискуссию в том числе, и все дискуссии мы посвящаем тому, чтобы объяснить себе в первую очередь здесь, в этой студии, понять друг друга и, возможно, дать возможность понять и людям, которые смотрят наши эфиры, Если что... готовы слушать. Если готовы слушать. Да, кстати, это очень важно, если готовы слушать. Но мы думаем, что эти выборы, мы так с Леной Федоровной делились мыслями, эти выборы стали каким-то таким, может быть, элементом прозрения чуть-чуть. Чуть-чуть хотя бы, Надеюсь. для того, чтобы люди стали анализировать и понимать, и поэтому наш анализ. Из этого болота Знаете, надо что выбираться. скажут? Выборы куплены. Люди скажут, люди скажут. выборы куплены. А вы что скажете? Ну, я скажу, Подошли что к это была достойная победа. Люди четко осознали. Давайте проговорим несколько моментов. Беспрецедентная мобилизация Кишинева. Кишинев никогда не демонстрировал такой высокой мобилизации на выборах парламента. Это мобилизация, которую мы видели в прошлом году На президентских. на президентских выборах во втором туре. Во втором туре президентских выборов всегда явка высокая. Тут парламентские выборы, Кишинев вышел в том же количестве. Ну, просто для всех стало очевидно. У нас выбор следующий. Либо мы сохраняем здесь мир и получаем возможность развития и двигаться в Европейский Союз, а это значит инвестиции, это значит реформы, Продолжение развития. это значит стать частью цивилизованного мира, либо мы попадаем в лапы Кремля, и Кремль нас дальше начинает использовать против Украины, против Румынии, против, значит, в военном плане, Европейского в политическом плане, в дипломатическом плане, как хотите. И особенно Кишинев, который стал бенефициаром большого количества европейских проектов, они просто поняли, что тут на кону очень многое, мы не можем это потерять. Мы не можем позволить себе этого потерять. И просто люди вышли и проголосовали. А обратите внимание, вот вы же видели эту карту, да, которая пожелтела очень сильно. Да. Регионы, которые там у ПАСа не абсолютное большинство, но простое большинство. То есть ПАС набрал даже в регионах, которые традиционно считались пророссийскими, ПАС набрал больше, чем по патриотический Как вы блок. это объясняете? Даже в Аргиеве, мне кажется, если я не ошибаюсь. Аргиев, Мы да, видели, да, смотрите, это- Аргиев всегда был, просто туда зашел Шор, он немножко исказил. Аргиев прямо находится в центре такого центра,
такой с унионистским духом, с идентичностью и так далее. Это Калараш, Аргеев и так далее. Там просто Шор исказил немножко. Но вы говорите, Шор там исказил немножко, но Шор здорово исказил Гагаузию. Гагаузия продолжает голосовать так, как это угодно было бы Шору, а Аргеев понял, раскусил. Ну, значит, власти поработали, удалили оттуда элементы, не смогли больше подкупать и так далее. Нет, я про другое. Аргеев, да, вернулся в состояние нормальности. Но если вы смотрите на север, Сороки, там всегда коммунисты, социалисты набирали большинство. Ну, да. Сейчас там лидирует ПАС. Посмотрите, Гагаузия, она в таком, знаете... Да, в окружении желтого. Ну да. Ну, если мы про карту говорим. Да, потому что люди Ну, да, понимают... еще и Тараклийский район нужно добавить. Ну, еще туда Тараклийский же. район, даже без... Нет, Бессарабка, по-моему, тоже. Или Бессарабка... Нет, Бессарабка чуть Ну, лучше. чуть лучше ситуация, чем Тараклия и Да. Гагаузия. Я имею в Но виду. мы же видели на этих выборах мобилизации даже примаров. Я не видел, чтобы примары выходили и открыто даже призывали голосовать за Европейский Союз в прошлом году. А на этих выборах примары, я видел несколько видео, где примары призывают людей голосовать за ПАС. Они даже выражения не выбирают, потому что они говорят, что это единственная возможность сохранить европейский путь развития. Но это делали примары молдавских населенных пунктов. Ну, конечно, но они даже этого не делали на референдуме, Раньше. вот что я хочу сказать. То есть люди понимали Ситуация меняется. судьбоносность этих Люди выборов? понимают степень угрозы, конечно. Да, ну и поскольку все, ну не все, но очень многие называли эти выборы судьбоносными с этой студии, мы тоже называли их судьбоносными, потому что видели в этом на самом деле большую опасность для страны. Скажите, решение, принятое в результате, вот такое, какое оно есть, все-таки это ответ гражданского общества, избирателей, это достойный ответ на тот вызов, что это были судьбоносные решения, как вы думаете? Ну, мне кажется, это ответ всех. Это ответ общества, это ответ властей, это ответ правоохранительных органов. И в речах президента Санду мы видели вот этот посыл. Друзья, я сама не справлюсь. Все общество должно мобилизоваться. Да, был такой Мы посыл. делаем свое дело, да, мы предотвращаем подкуп, мы проводим обыски, мы делаем все для того, чтобы Россия не смогла исказить результаты этих выборов, но мы сами не справимся. Нам нужна ваша мобилизация. И Она этот месседж отправила и диаспоре, она этот месседж отправила и внутри страны. И мне кажется, все поняли степень угрозы. И правоохранительные органы, поэтому, мне кажется, это общая заслуга. В том числе и тех 1825 человек в Гагаузии, которые Да, проголосовали. можно о них Да. прочитать. еще Вы, поговорим, да. вы написали по этому поводу, что я думаю, надо поблагодарить 1825 человек Гагаузии, которые не утратили здравый смысл и проявили стойкость во всем этом безумии, которое творится в гагаузской автономии. Почему вы решили написать об этом? Ну, я думал написать, как обычно, ну, не как обычно, в принципе, я раньше так больше критически, да, относился, я там пытался найти какое-то рациональное зерно, да. Ну, мы же прекрасно понимаем, в какой атмосфере мы все живем, да. Вот эта атмосфера истеризации, да. Только Россия, только, не знаю, только партия социалистов, только Путин и так далее. Просто, понимаете, в Гагаузии не совсем понимают, что мы становимся соучастниками этого преступления. И мы стали в момент, когда вот этот товарищ, который избран в Народное собрание от вот этого села, где мы сейчас записываем, да, с этими 3 К, понимаете, он же просто сделал себя, показал, что мы тут, он поддерживает эту агрессию. У вас недавно был здесь в студии Иван Капсамун, человек, который на фронте сражался, да, то есть получил ранение, целый год восстанавливался. Но он-то четко понимает, за что он сражается. Мы не слышали еще в Гагаузии от политического класса, не от рядовых граждан, журналистов и комментаторов, что это плохо. Но мы не слышали этого от властей, от политического класса. Помимо того, что вот этих 3 К, что были произнесены, Бургуджи Иван, да, который летом 22 года, после того, как началась полномасштабная война России против Украины, Илье Азару, журналисту «Новая газета Европа», говорит, если Кишинев будет, скажем так, выпендриваться, я подберу слово, потому что он там использовал откровенный мат, да, то Россия ракетой по Кишиневу и все вопросы решены. И он советник председателя Народного собрания, и он до сих пор там. Он советник?
По-моему, да, его должность была Мы советником. очень плохо знаем советников. Мы много слышим, что разные имена называются как советники, но то, что Бургуджи советник, еще советник. Прозрачности Или в этом тоже вопросе советник. нет. То есть никто никогда не говорит о том, кто в конечно, Гагаузии нет. является советником. Конечно, нет. Но разве эта информация должна быть скрытной от... Ну, Это давайте уже, вот да. то будем разбираться тогда, когда разберемся с вопросом вот этих вот иллюзий и болезней. Давайте вот которая к вопросу поразила- об иллюзиях. Почему вы считаете, что у гражданского общества в Гагаузии или у нашего всего гагаузского общества очень много иллюзий? Вы чуточку выше об этом сказали. То есть это основано на том, что одурачены люди, как бы мы ни хотели это называть, но вот ШОР со своими схемами, проектами, ну потому что Гагаузленд, вспомним только, да, то есть это крупный проект, который вроде как бы ничего плохого для наших детей, да, так думали люди. В результате мы видим, чем это все завершается. Это завершается уголовными делами для кого-то обысками, для кого-то, но иллюзии. Мы способны от этого отойти? Эти выборы это показали или не показали для вас? Ну, эти выборы, безусловно, не показали этого. Так, Когда мы говорим значит- о иллюзиях, проблема на самом деле гораздо глубже, чем ШОР и его Гагаузия-Ленд. Ну где Проблема она? тянется с 90-х годов. Проблема, да, с одной стороны, мы жертвы. Я говорю про гагаузское сообщество. Нас накачали пропагандой в советское время, настроили против румын, настроили против молдаван. Когда в Кишиневе начиналось движение за национальное возрождение, требования гагаузского языка, румынского языка, румынской культуры, латиницы, здесь в Гагаузии в этом увидели угрозу для себя, как для русскоязычных. Да. Ну и требовали сохранения своего гагаузского языка. Не требовали в Создание таком большом условий. количестве, как там была. Ну тогда требовали, сейчас вообще ничего не требуют. Отдельная, очень, извините, при всем уважении к этим людям и к их труду, они тоже прошли через большое количество репрессий, но мы должны признать, что это была маргинальная группа, которая не имела поддержки сообщества. Общество вышло на площадь не за гагаузский язык. Общество вышло на площадь тогда, чтобы их не руманизировали. Против румынского языка. Но гагаузский С этим язык и нельзя не согласиться, гагаузская конечно. идентичность все-таки была во главе угла тех вопросов, которые они гагаузская выставляли. идентичность была поднята на флаг. Михаил, Я еще не закончил. Да, если пожалуйста. можно, да? То есть, да, запугали страхом. Тогда Россия контролировала это маленькое сообщество страхом перед руманизацией. И это держалось очень долго, кстати. Да? Я в 2021 году, когда ПАС выиграл выборы, проехался по Гагаузии и сделал небольшой вокс. Просто у прохожих спрашивал, вот Майя Санду выиграла выборы, ПАС выиграл выборы. Что вы теперь ждете? Каждый второй ответ: мы боимся руманизации. Руманизация, да, это так. Это первое. Дальше, когда открылся Европейский Союз, люди стали ездить, люди стали понимать, что как бы это не так страшно. Румыны это не те, каких нам рисуют. Да? Люди стали меняться. Россия, чтобы не потерять этого, начала накачивать ненавистью. Накачивать ненавистью против Майи Санду, накачивать ненавистью против ПАС. И Ирина Влахова там сыграла, мне кажется, главную роль. Да. Дальше началась война. Вот это вот 3К, это о чем? Да? Это о том, что мы, ребята, вас ждем, мы вас 30 лет ждали. Мы ждали вас еще тогда, когда Советский Союз развалился. Приходите, мы вас ждем. И когда Украина начала сопротивляться, такие, а что они сопротивляются? У людей был шок от того, что Украина сопротивляется. Потому что они жили в парадигме, что вот есть мы здесь, вон там есть Кишинев, даже Молдова не воспринимает своей страной. Да? Ну это, да. Вон там есть Россия, которую мы ждем, и там где-то есть земля между нами и Россией, которая называется Украина, которая в один день должна стать российской. И все ждали. А политические элиты купились еще и на другое. Политические элиты купились на то, что сейчас придут русские, захватят эту землю и сделают вот этих вот политических элит из Гагаузы большими царьками. Не только здесь, но еще и там, в Кишиневе. Да без юридических молдаванların canına şaşsınlar. Да, чем бы olmadı da insan anladı hani. İnsan da bunlar hepsi- anlamadı. Ama insan hep o kadar da anlıyor hani onları götürdüler yanlış yoldan. Ну, я в этом не уверен. Biz anladık. 1825 человек anladı.
Но большинство я не вижу признаков прозрения. Да, даже если только 1825, как вы говорите, на ваш взгляд, это поняли, с остальным-то обществом нам тоже надо работать. И как-то Конечно. из этого болота опять же надо делаем? выбираться. Мы Да, сейчас мы что работаем, мы разъясняем. Вы знаете, что меня заинтересовало? Тогда, когда мы говорим, что политики сеяли агрессию, вот эта ложь, беспрецедентное, как сказать, информационное поле, засоренное всякого рода короткими видео, блогеров разных, проплаченных и прочее, это, конечно, очень серьезно потравмировало восприятие человека самой выборной кампании, потому что такой порции лжи и вранья, когда оно в уши человека льется, то есть тут сложно вообще анализировать. Человеку, умеющему анализировать, сложно, а человеку, неподготовленному к такой работе, вовсе кто-то, наверное, принял решение не ходить на выборы, потому что я не могу понять, за кого голосовать, и такие тоже были, да? Я к чему свой вопрос? Понимаете, когда мы говорим, что больше всего потравмировало людей? То, что электоральная коррупция имела место быть, то, что очень много фейков, лжи и пропаганды было в период предвыборной кампании, либо то, что много было страха уже у людей, просто страха. У одних страх, если не про российские силы, то уже что с нами будет. Если про европейские силы, то мы окажемся непонятно где, и здесь будут гей-парады и не знаю еще чего. То есть чего было больше в этой выборной кампании для людей? Я знаю, что вы анализируете. Для людей было много ненависти. Ненависть. Людей накачивали ненавистью. Давайте сейчас не будем разбирать все это детали. Там Майя Санду стала объектом номер один для нападок в российской пропаганде. Последние 3 месяца коллеги из международных организаций, из Кишиневских организаций, которые анализируют российскую пропаганду, они обратили внимание на одну очень простую вещь. Майя Санду номер 1 нападок российской пропаганды. Она в этом вопросе обогнала даже Зеленского. До этого главные нападки были на Зеленского. Да? Майя Санду стала номер 1. Но это объяснимо. Ну, понятно, выборы они хотели выиграть. Понимаете, зачем нужна была Россия и Молдова? Очень просто. Россия и Молдова нужна была для того, чтобы, во-первых, продемонстрировать для внутренней аудитории. У них что, на фронте как бы особо нету свои успехов. успехи, Да? И вот смотрите, мы не военным путем, без единого выстрела захватили целую страну, вернули ее в поле своего влияния. Да? Плюс, конечно же, дальше она бы это уже использовала бы Молдову против Украины, против Европейского Союза. И она в то же самое время она обращает внимание на то, что естественная поддержка России идеи интеграции в проекты, которые инициировала Россия, таможенный союз, Евразийский союз, оно теряет свою поддержку. Вот если она ничего не будет делать, Россия не будет накачивать людей ненавистью, пропагандой, да, то оно будет убывать. И мы это видели на прошлых выборах, когда ПАС, проевропейская партия, получила такое большинство. Интересная мысль. Хочется это увидеть, когда не будет агрессии, ничего. Да, но они начали думать, окей, а что делать? Ну, давайте как минимум сделаем так, чтобы вот эти вот, которых мы контролируем сейчас, просто в ту сторону больше не смотрели. И что они сделали? Они начали накачивать ненавистью. Да? Про Европейский Союз, про Майю Санду, про партию ПАС и так далее. Почему они начали накачивать ненавистью про Майю Санду? Потому что Майя Санду не соответствует тому стереотипу, который российская пропаганда рисует о молдаванах. Идеальный молдаван с точки зрения, или молдаванин, да, правильно сказать, с точки зрения России, это Василий Тарлев. Простачок такой, да, то есть говорит с этим забавным молдавским акцентом на русском, да, то есть такой простоватый и так далее. Добродушный. Ну, окей, да, добродушный, да. Дадон, да, такой простачок весь. А Ирина Влахова не... Так у Ирины. Ну почему? Что, оставьте, она иррелевантна, еще не говорить. А Майя Санду и люди, которых она привела в молдавскую политику, они не соответствуют этому стереотипу. Да, там есть достоинство, там есть образование, там есть стержень, там есть стойкость, там есть интеллект. И люди, которых она привела в молдавскую политику, демонстрируют то же самое. Да? То есть Нику Попеску, Дан кто еще, Дан Перчун и так далее. И это как-то не стыкуется. Да? Поэтому такая большая ненависть. И причем, я так понимаю, что они увидели в ней угрозу еще в момент, когда она была министром образования. Они же тогда начали накачивать общество ненавистью в отношении к ней.
То есть это уничтожает перманентное такое Ну, конечно. состояние Потому что она не накачивания соответствует. И, ну, как удержать этих людей? Давайте будем накачивать их ненавистью. Давайте Ну, это представлять. удалось. Давайте, Чувствуешь, конечно, да. чувствуешь Давайте себя. представим ее, не знаю, крокодилом. Давайте представим ее ужасной. И это же сработало. Вы сами чувствуете, да, слово Майя Санду и все как бы. Ну, Но в на этой- территории в этой Гагаузии. игре, простите, пожалуйста, в этой игре Ирина Влах, которой вы не хотите говорить, но она я сыграла не- очень важную роль, и Да, мы ну я же следили об за этом ней. говорю, конечно. Следили за ней и те последние 2 года, когда она была башканом, но уже пыталась показать себя на арене республиканской политики. Следили за тем, как она образовала свою партию, как политологи не предрекали успехов вот в этой предвыборной кампании. У нее не было практически Нет, смотрите, я возможности говорю, что она- попасть. Да. Нет, можно я мысль Да, конечно. завершу? Не было возможности попасть в парламент. Потом был образован этот блок. Шансы попасть в парламент у нее появились. И вот мы видим к концу, что ее снимают с участия вот в этих выборах. Вам не кажется, что Ирина Влах переиграла себя вот в этой кампании? Да, она переиграла себя. Но если и переиграла, то не в компании уже. Мое личное мнение, то все 2 года переигрывает себя. Ну, я понимаю, почему вы задаете этот вопрос, и я как бы прошу прощения, я не тому, что как бы это не нужно обсуждать. Она сейчас уже иррелевантна, и надеюсь, она иррелевантной, не имеющей значения и останется. Но она была фактором, я с вами согласен, она стала фактором. Еще есть конкретная дата, когда она фактором стала в этой кампании по накачиванию Гагаузии ненавистью в отношении Майи Санду. Назовите эту дату. Это дата за неделю, я сейчас точно дату не назову, но это день, когда в Камрате был митинг в поддержку Игоря Додона за неделю до 2-го тура выборов в 2020 году. А, вы говорите про тот митинг, Тот где «Вставай, митинг, страна огромная»? «Вставай, страна огромная», «Вставай на смертный бой с фашистской силой темной». И она была в первом ряду, Она да? была в первом ряду. Она была башканом Гагаузии. Она была башканом Гагаузии, душманар Геберсин и так далее и тому подобное. Да? То есть, чтобы умерли наши враги и так далее. И дальше все пошло. А до этого был такой очень интересный процесс, который, с моей точки зрения, был позитивным. Ее второй срок, я имею в виду Ирины Влах, да, инаугурация, где она-то в белом фраке, да, своем вышла, куда приехала Майя Санду в должности премьер-министра, значит, произнесла речь в центре Камрата. Кстати, впервые Майя Санду аплодировала многотысячная аудитория, которая тогда была... Вот. Это Значит, речь- отношение к Майе Санду стало историческое, меняться можно в считать. Гагаузии. Да? То есть Майю Санду стали воспринимать уже не как, там, не знаю, что-то плохое, да, а что-то хорошее. Да? И дальше, для того, чтобы этот процесс не зашел слишком далеко с точки зрения России и ее, значит, прокси здесь в Гагаузии, они просто включили кампанию по накачиванию Гагаузии ненавистью. После выборов, вы же помните, что случилось? Ирина Влах первый и единственный политик, который не поздравила Майю Санду с победой. И каждый день в видео Майя Санду нас не любит, Майя Санду нас не уважает и так далее. То есть это все делалось для того, чтобы двигаться в большую политику, стать большим, получить большие дивиденды от избирателей и избираться на какие-то очень высокие государственные должности? Нет. Про Ирину Влах сейчас говорю. Да, это делалось для того, чтобы... А закончилось тем, что, как сказала только что Лена Федоровна, она была снята, ее партия была снята с выборной гонки, и сейчас она на год ограничена, эта партия в действии. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что это конец ее политической карьеры. Этого человека не должно быть в молдавской политике. Ее не должно было быть в молдавской политике. Я надеюсь, что правоохранительные органы займутся ее прошлым и настоящим и так далее. А главный аргумент ваш под этим «не должно быть в политике» какой? Ну, потому что она деструктивно повлияла на Гагаузию. Смотрите, если говорить о Шоре. А ее партия — это шоровская партия? Да, конечно, но я сейчас не об этом. Ее почву для того, чтобы Шор зашел в Гагаузию, подготовила Ирина Влах. Вот это полностью ее заслуга. Она просто передала Шору. Она сделала вид, что она здесь ни при чем, да? Помните, она там как-то вроде в компании. Умела за сделать. другого Окей, кандидата да. в башканы. Да. Но она передала эту Гагаузию. Причем она сделала отвлекающий маневр. Типа она поддержала Дмитрия Крытора. Да. Которого было очень жаль в той выборной кампании. Ну, выглядело жалко. И это недостойно бывшего башкана, понимаете, Ну, ради бога, это уже, скажем так, его Игры проблема. Ирины Влах. Да. Но она сделала, помните, слила вот эту вот аудиозапись с детского сада в Вулканешных, по-моему, да, где она... Во время выборной кампании. Да. Что типа, смотрите, ребята, я не с Шором, я вот поддержу, у меня есть кандидат Дмитрий Крайтор.
Но она накачала Гагаузию... Хорошая игра. Ну, окей, да, хорошая. Она накачала Гагаузию ненавистью. Обратите внимание, мы все говорим про то, что Евгения Шор купил голоса Евгении Гуцул. Что правда, да? Но есть еще один критерий. Обратите внимание, там было 8 кандидатов на этой избирательной кампании в 2023 году. Да. И как если проанализировать риторику каждого из них и посмотреть, на каком месте они расположились в итоговой таблице, да, после выборов, то вы увидите, что самая агрессивная риторика была у Евгении Гуцул. Да. Чуть менее агрессивная риторика была у Григория Узун. Да. Чуть менее агрессивная риторика была у Вити Петрова. И дальше уже шли те, которые говорили, что с Кишиневым нужно сотрудничать. То есть, да, с одной стороны были деньги, но с другой стороны общество уже было заряжено этой ненавистью. Хороший аргумент. Да? И я помню, мне родственник один звонил, говорит: слушай, говорит, что она делает? Избирательная кампания идет, она предвыборный митинг в Камарате. Она, говорит, 20 раз повторила «Жос Майя Санду». Если она собирается стать башканом, она же должна с этим человеком как-то работать. То есть это был такой лейтмотив своей личной кампании, которую она проводила сквозь все выборные кампании, которые были? Нет, это была ситуация, когда Гагаузия была подготовлена к этой агрессивной риторике. Гагаузия была изолирована. Вы посмотрите, результат показывает, Гагаузия изолирована. В Гагаузии не хотят ничего слышать о сотрудничестве. Результат последних выборов, да. Вот мы об этих выборах говорим. Напрямую говорит. Ничего не хочет слышать о сотрудничестве с Кишиневым. Такое ощущение, что мы не живем в этой стране. Или не хотим жить в этой стране. Не хотим жить Хотя на словах абсолютно все, и политики. Конечно. Да, мы тут самые большие патриоты этой страны, понимаете. Да. Надо сделать небольшую паузу. И налить чай, да? Да, Михаилу мы должны предложить чай. Давайте я сам. А тем временем, да, вот так. Спасибо. Угощайтесь. Друзья, у нас рубрика «Люди говорят что». Напоминаем, что в студии проекта «Единомышленники» сегодня Михаил Серкель, журналист, политический аналитик. Говорим о том, что было и что завтра будет. Послезавтра будет в нашей стране. Как к этому относиться? Оставайтесь с нами. Люди говорят, что... Говорят, что выборы закончились, а задержания продолжаются. То есть зачем, спрашивают люди? Потому что преступления-то совершены. Есть преступления, есть наказание. И правоохранительные органы должны сделать свое дело. Люди должны понимать, что участие в этой сетке это преступление. И я так понимаю, что правоохранительные органы сейчас охотятся не за простыми людьми, которые получали эти деньги, а за теми, кто организовывал эту схему. И это естественно. Евгению Гуцул же приговорили к 7 годам лишения свободы не за преступление, которое она совершила на башканских выборах, да, а за преступление, которое она совершила в 2021-2022 году, когда она перевозила сюда деньги, и в общем итоге 40 миллионов лей. И не была еще башканом. И еще она тогда не была башканом. Ее тогда вообще никто в Гагаузии не знал, кроме Итули, наверное. И то не все там знали ее. Люди говорят, что судьбу страны на этих выборах решали пожилые люди. В том числе, но среди пожилые люди есть разные. Есть в Кишиневе пожилые люди, которые считают, что европейский путь развития – это самый главный, единственный путь нашего развития. Есть пожилые люди, которые считают, что нет, мы должны быть только с Россией. Я думаю, что судьбу страны решили 50,2%, которые вышли и проголосовали за партию ПАС и в стране, и в диаспоре. Люди говорят, что шуровские сторонники в автономии поприутихли. Это видно, мне кажется, нет. Как Илья Узун, исполняющий обязанности башкана Гагаузии, вышел и с дрожащим голосом призвал гагаузов в последний бой, он трудный самый. Как-то не получилось, мне кажется. И они поприутихли, конечно, мы не видим Михаила Влаха, мы не видим протестов. А почему нет активности? Потому что они поняли, что правоохранительные органы не играются, что за это можно действительно понести наказание. Почему они продолжили после башканских выборов и после выборов в президента и референдума? Да, кстати. Потому что они увидели, что прокуратура не сотрудничает. Что это их задержали, через 72 часа отпустили, и им ничего не грозит. Потом, когда к ним приехали еще раз, помните, никак не могли закрыть телевидение
кабельную сеть одного дельца в Камрате. Ну да, много лет подряд. Много лет подряд. Да, координационный Ему совет. и так с ним пытались говорить, и так с ним пытались. Ну, как бы по-человечески, да, слушай, как бы, ну, давай, зарабатывай деньги, но давай ты не будешь продвигать активную пропаганду и приведи свои документы в соответствие. Не да? нарушай закон. Не нарушай закон. Да, совершенно. Да нет, это что, мы тут то, мы тут все. И долго не могли. А потом, когда приехали, один раз конфисковали оборудование, второй раз конфисковали оборудование, и эти люди поняли, что как бы с правоохранительными органами играться уже не Нет стоит. смысла. Да, И всё? И все, битте. Все. То есть вот да, на самом деле, эта история более 20 лет. Да. И вы ее знаете лучше, чем все остальные. Я очень хорошо знаю, но сегодня не об этом. Ну, конечно. Люди говорят, что оппозиция не хотела выиграть эти выборы. Что скажете? Знаете, я тут, наверное, спорить не буду. Почему? Ну, потому что я думаю, что Дадон, конечно, человек не самый умный, но он прекрасно понимает, с чем бы он столкнулся, если бы, не дай бог, они пришли к власти. Им пришлось бы разрушивать Он огромное где-то об этом количество. даже и говорил, что денег не будет. Да, он сказал, денег не будет. Европейский Союз прекратит финансирование Республики Молдова. А сегодня деньги Европейского Союза есть в каждой пенсии, есть в каждой зарплате бюджетника, есть в каждом лее, которые они выделяются на ремонт дорог, на строительство, ремонт детских садов и так далее. И даже той помощи, которая поступает в Естественно. страну из-за рубежа. Абсолютно. Вот эти вот повышения пенсий, которые мы видели, это же все нужно Просто поддерживать. люди это не до конца Люди не правильно понимают, а он-то это понимает. Да. И я думаю, что да, действительно, он не очень хотел брать власть в свои руки. Люди говорят, что голосовали не за парламент, а за курс страны, Европейский Союз или Россия. Да, но давайте вернемся чуть-чуть к прошлому Да, вопросу. вопросу, да. Но это не говорит о том, что, знаете, сейчас кто-то скажет, что вот оппозиция слабая, поэтому как бы ПАС выиграл. Даже если он не хотел взять власть в свои руки, была Россия, которая его к этому толкала и делала все, чтобы эти политические силы выиграли. Но они не смогли выиграть, потому что, как бы, мне кажется, удалось объяснить обществу и донести и политическому руководству, и независимым журналистам, и комментаторам, что как бы это единственный вариант остаться на проевропейском треке и не быть втянутыми в войну, это проголосовать за ПАС. Мы с вами все живем в Гагаузии, как минимум мы втроем, Да. люди, сидящие сейчас за этим столом, и невозможно не заметить Это после очень выборов. важное уточнение, мы живем в Гагаузии, знаете. Важно, Потому да. что это не свойственно башканам Гагаузии обычно. Да, а я это, знаете, для чего использую сейчас то, что мы живем в Гагаузии, мы общаемся с людьми, которые голосовали, которые будут принимать другие решения, и невозможно не заметить в Гагаузии вот эту, люди расстроены, что пророссийские партии не пришли к власти. Одновременно с этим не видно этого серьезного, я не знаю, расстройства на лице тех, кто, в общем-то, представляет эту пророссийскую партию. Мне кажется, это мое личное мнение, что действительно в списке как минимум того блока, о котором мы сейчас говорим, который взял из всех оппозиционных партий больше всего мандатов в парламенте в будущем, люди очень рады тому, что они депутаты парламента. Это же классно, когда у тебя практически нет ответственности за то, что будет происходить в стране, как она будет жить, но у тебя есть кресло депутата, работа, зарплата, условия и так дальше, и трибуна. А некоторые недовольны, потому что их сняли. Те, которые были в списке этого патриотического блока от партии Ирины Влах. Да. Кстати, там были некоторые из Гагаузии, если вы помните, да? Да, представляете, сколько могло бы быть депутатов из Гагаузии, если бы эта партия осталась? Ну, кстати, да, я, честно говоря, не совсем понимаю. Вот, кстати, это еще один признак. Но они не из Гагаузии, я хотела дополнить просто. Да, они... Я не понимаю, что делала бы, о чем говорила Олеся Танасогла, как минимум на одной из встреч, которая была в интернете, когда она говорила, что мы ратуем за свой язык гагаузский. Но я ни разу не слышала, ни вы, никто, чтобы Олеся Танасогла за 8 лет, пока она работала заместителем башкана, хоть слово сказала на гагаузском языке. То есть такое лицемерие, это просто вот... Ну, кстати, да, вот это очень хороший вопрос. Я просто закончу свою мысль и отвечу на вопрос. Да? Там, значит, мысль заключается в том, что они не хотели, они, значит, делали, но они при этом сделали ставку на Гагаузию. Такое, мы посчитали в этом патриотическом блоке 13 кандидатов из Гагаузии. 13. Мощно. Вопрос, почему?
Почему тебе столько кандидатов из Гагаузии? А это говорит о том, что у них как бы база поддержки тает в других районах, и они действительно делают ставку на Гагаузию. Гагаузия для них является источником человеческих ресурсов. Ну да. Гагаузия для них является, да, то есть они все... Источником каких-то посылов, которые они Да, пытаются абсолютно. из Гагаузии распространять на страну. 13 человек, зачем тебе столько людей из Гагаузии? И, во-первых, что они там будут делать? Меня всегда поражало, вот человек из Гагаузии идет в политику, он даже не говорит на румынском языке. Что ты там будешь делать? Юрченко, что ты там будет делать? У меня просто вопрос. Она по-румынски не говорит. А Леся, что бы там делала? Она по-румынски не говорит. Гриша Узун, что там будет делать? Но для них будут переводить. Ну на окей, русский но язык, ты же и должен так далее. представлять чьи-то интересы, правильно? А вот экс-сотрудник СИБа говорит на румынском. Кто-кто? Экс-сотрудник СИБа. Говорит? Я думаю, что не говорит. И экс-замбашкана вы хотите сказать, да? Ну нет, этот Топал, как его, Виктор. Виктор. Нет, так он уже не проходит все. Не, ну если бы, ежели бы, да кабы мы тут с вами, да. окей, Вернемся да. к нашим вопросам. Да, там был вопрос по Да, поводу... про поводу голосовали за парламент или за курс страны. Голосовали, это и то, и другое, конечно. Люди говорят, что молдавское правосудие не справится с делом Плохотнюка. Мне кажется, справятся. И теперь у молдавского правосудия нет возможности отнекиваться, значит, не рассматривать этот вопрос. Там были некоторые индикаторы того, что они ждали результатов выборов. Дело Марины Таубер, да, то есть вынесение приговора, как вы... На 30 число было. Да, И сразу уже оно после есть. выборов, да, то есть, и вот оно уже есть. Я думаю, что у системы правосудия просто не останется других вариантов. Они должны будут просто набраться смелости, люди в системе, и не бояться, и должны будут заниматься тем, кому это дело попадет по распределению. Если ты не смелый, ну, как бы, извините, Уходи вам из нечего системы. делать в системе. Да. Опять же вопрос такой, вот тоже про выборы. Голосовали больше за Майю Санду, чем за ПАС. Ну, это да, вот тут как бы сложно с этим спорить, безусловно. Голосы такие в прошлый раз голосовали за Майю Санду на парламентских выборах. То есть они видят в Майю Санду лидера, они ей доверяют, и она в своих посылах четко говорила, я как президент, да, у меня есть доверие, я вхожа в большие кабинеты в Европейском Союзе, и мне доверяют. Ну, это видно. Но если у меня не будет, скажем так, проевропейского правительства, если в стране не будет проевропейского правительства, с которым я могу реализовать свои обещания, то вес моим словам очень резко упадет в Европе. Они, конечно, меня будут поддерживать, но если я не смогу выполнять свои обязательства, как бы... То есть избиратели поверили Майе Санду. Естественно. Ну и следующий, последний вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что Молдова не заслужила такого президента, как Майя Санду. Ну, я с этим полностью согласен. Не заслужила. Ну, Анатол Друбалы, актер, ведущий на журнал ТВ, напомнил всем про пост, который он сделал в 2015 году. Там фотография Майя Санду идет, фотография, где она идет в зале заседания правительства. И он написал, что, я говорю, он это адресовал про вот этих вот режим Плохотнюка и так далее, да, которые управляли страной тогда. Я, говорит, надеюсь, что они достаточно глупы, чтобы понять, что так выглядит их смерть, политическая в смысле, да. И они даже не заслуживают такой хорошей смерти, как бы, да, как мы видим на фотографии, да и он сказал, что да, и мы сами этого не заслуживаем. То есть это человек, который как бы из румыноязычный, да, то есть как бы это он написал, я не знаю, но я с этим согласен. Потому что, как бы, понимаете, опять же, почему российская пропаганда так на него ополчилась? Потому что она не соответствует тому образу, значит, который Россия рисовала про молдаван, да, то есть как бы Василий Талев соответствует, а вот она не соответствует, и поэтому они на нее набросились. А вот этот образ тяжело считывается нашим гагаузским жителям Гагаузии, возвращаемся к этому, либо то, о чем мы говорили до сих пор, настолько вредоносно действие вот этой пропаганды и лицемерие наших политиков, которое помогало еще больше укрепить этот образ Майи Санду. Смотри, тут несколько вещей. Как минимум врага. Первое, это вот эта вот ненависть, которую накачали нас, я имею в виду гагаузское сообщество, ко всему румынскому. Оно же есть.
Мы же не можем... Слушайте, о том, что мы боимся Румынии, гагаузов, говорят 30 лет, вот, ну просто 30 лет. Но боятся же. Ну, смотрите, боятся, из выбора в выборы об этом говорят, но мы видим, что прорумынские партии уже настолько в меньшинстве, что сейчас даже ГИМПу взял там сколько, 0, Нет, ну чего-то это понятно, там. но люди же живут во власти своих иллюзий. Ну, вот это как раз, да, иллюзии, Да. от которых уже надо отходить. Это один момент. Второй момент, там дальше как бы Россия это все подпитывает, поддерживает через телевидение, подкупая политиков. Вы думаете, наше Народное собрание, ну не то, что думаете, вы прекрасно знаете, что Народное собрание не представляет народ Гагаузии. Ну нет, конечно. Потому что там это политическое пространство Гагаузии искажено большими деньгами, которые Россия сюда вложила и протащила туда людей, которые лояльны и выполняют все, что они Россия скажут. куда вложила? В Гагаузию Россия не вкладывала. И в политиков вложила. Начнем. В политиков, да. На их подкуп и так далее. Да, все это есть. Пропаганда, запугивание, страх, промывание мозгов, это есть. Но есть и другой момент. Мы уже 30 лет живем в независимой стране. Мы 30 лет имеем свою автономию. И пора как-то уже осознать, да, что, ребята, что-то здесь не то. Вот Гагаузия, когда пускай посмотрит на карту и поймет, как бы, да, как меняется страна. А мы остаемся. А мы остаемся. Вот и что? Что мы этим хотим доказать? Я когда вижу, гагаузы молодцы, не сдались, это самое, не сломились. Знаете, не сломились в чем? На вашу реплику Гагаузия остается, вот я в этом остается Гагаузия, вижу хотя бы даже то, что есть депутаты Народного собрания Гагаузии, которые на протяжении 20 лет уже депутаты Народного собрания Гагаузии, ни одной законодательной инициативы, ни одного какого-то яркого действия, и люди все равно за них голосуют. И вот это тоже, знаете, вот такое отстоявшееся понимание того, что Народное собрание – это вотчина тех депутатов, которым удалось, не знаю, за какие там яблочки, как Шор называл, за какие там бублики, купить этих людей, ну, купить очень многих, потому что… Я думаю, что проблема в следующем. Подкуп. Вы, когда работали в Народном собрании, у вас была конкретная цель что-то изменить. Это было видно по вашим инициативам, имеется в виду вашим инициативам. Гагаузский язык, историческая память и так далее. А они поняли, что гагаузам это не нужно. А вы поняли, что гагаузам не нужно избирать депутатов, которые выходят с какими-то инициативами? Конечно, Простите, я не о нас и заявлю тут, что у меня нет никаких политических амбиций, я не собираюсь выдвигаться на какие-либо должности. То есть я сейчас размышляю об этом как активный гражданин Гагаузы вас страны. недостойны, давайте так. Как активный гражданин страны, как человек, которая проживала всю жизнь и буду жить дальше, во всяком случае, так я хочу, жить в любимой Молдове и в Гагаузии. И я хочу оставаться гражданином, который понимает, что происходит, и в силу своей профессии и своего желания пытаюсь свои мысли как минимум с этой студии доносить до людей. Поэтому мне не нравится, назову это прямо, то, что мы, гагаузы, выбираем депутатами по 20-25 лет уже лиц, которые никаких инициатив полезных для гагаузского общества не предлагали. И вот это, когда мы поймем, что от этого надо отказываться, и голосуя за человека, надо видеть, а что он делал, когда он делал, сколько это принесло пользы и почему я должен за него голосовать в статусе депутата Народного собрания Гагаузии, и вот тогда мы будем жить по-другому, потому что у нас будут активные люди в Народном собрании. А сейчас у нас люди, которых кто-то купил для реализации какого-то сценария. Нет, просто проблема, почему мы об этом не думаем, почему… Мы не видим в этом проблемы, мне так кажется. Я говорю про большинство, мы просто не понимаем, зачем нужна гагаузская автономия. Мы не сосредоточены на местном развитии. 80%, которые проголосовали за патриотический блок, ждут возвращения империи. Поэтому они не хотят развиваться. Они считают, что она придет. Какое место Гагаузии в той империи, даже если… Ну, место Гагаузии в том, чтобы… послушайте. В той империи, говорит Александр Федорович. Я про ту Нет, империю. это хороший вопрос. Да. Просто люди не могут понять, что если бы мы оставались в составе Советского Союза, это была реинкарнация Российской империи, то мы бы не видели автономии как своих ушей без зеркала. Вот посмотрите, сегодня есть сайт Медиазона, где ведется учет каждого погибшего на так называемое СВО в войне с российской стороны, да, против Украины. Там уже, и причем Медиазона публикует только данные, проверенные через некрологи, сообщения в социальных сетях, в местной прессе и так далее. Там намного больше, да, погибших. Но именно они публикуют только то, что проверено. По их данным,
уже счетчик постоянно обновляется, да? 130 тысяч человек, которые погибли. С российской стороны. И вы, когда смотрите на регионы, чемпионы по количеству погибших, вы видите, что это регионы, где проживают нацменьшинства. Это Башкортостан, это Татарстан. То есть Путин просто тратит нацменьшинства, понимаете? Он загнал их в бедность, в нищету, и им 200 тысяч рублей кажется манной небесной. Ну и Бурятия. Бурятия, да, естественно. И если бы, вот представьте себе, вот мы сейчас там остаемся. И, кстати, вы знаете, очень... Мы не остаемся, это даже Да, не... если, не представьте себе, если бы мы были там. Ну, нас бы просто потратили, понимаете. И, к сожалению, по-прежнему находятся в Гагаузии, я знаю как минимум 3 случая, родившиеся в Гагаузии, выросшие в Гагаузии, пошли на СВО. Одному обещали гражданство всей семье, пошел, пропал без вести. Понимаете? Я, честно говоря, я не понимаю, это выбор зачем. тех людей. Это их выбор. Это выбор. Вы знаете, по поводу пропали, ну, вы имели в контексте Нет, я просто военных... закончить мысль. Ждут возвращения империи и не сосредотачиваются на внутренних вопросах. А кто будет... А у нас проблем очень много. Ну как, когда выходит политик и говорит, бесплатный будет газ, 50 тысяч леев получит... Вот понимаете, эти обещания, которые... Это про то, что Гагаузия инструмент. И используется просто для противостояния с Кишиневым. А внутри вопросы, они не решаются, просто скидывается на то, что власть не дает возможность развивать Гагаузию. Недавно, извините, вот продолжить. Недавно было интервью у меня с господином Стурзой. И еще одно интервью у меня было с Василием Тофаном. Люди обратили внимание, и мы это видим, но мы просто об этом не говорим. В Гагаузии каждый год засуха. Мы не можем выращивать культуры, к которым мы привыкли. Подсолнух не растет, кукуруза не растет. Да, уже скоро виноград не будет расти. Понимаете? Об этих проблемах никто не думает. Вообще здесь, вообще никто не говорит. Сансын, понимаете, Сансын yokmuş. И он на родине yok. Çünkü onlara verdiler para, onlar düşünsünler başka конечно, türlü işleri. Конечно. И эти проблемы, они уже бьют нам по голове. Вы знаете, тут использовали сейчас глагол израсходовали. Такая мысль. Вот понятное дело, что сделал Шор со своими схемами и сценариями в Гагаузии, да и в Молдове, собственно говоря. Но вот некоторые имена некоторых политиков, мне кажется, так это или нет, вы комментируете эти вещи с большим анализом, скажите, пожалуйста, Суходольский, Боля, ну та же Ирина Влах. Их потратили. А? Их израсходовали. Их израсходовали. Их просто бросили как дровишки в топку. Есть у них какое-то политическое будущее? Ну, какое политическое будущее? Никакого. То есть они уходили из одних партий в другую, из другой в третью, потом к Шору, потом и в блоке. С каждым разом сделали все хуже и хуже выбор. И в результате сейчас мы этих имен уже не слышим. Ну, давайте перечислим. Суходольский, да. Василий Боля, Ирина Влах. Так. Марина Таубер. Марина Таубер. Ну, уже Евгению Гуцул тоже можно. Евгения Гуцул, да. Все, это топка, эти люди больше не смогут себя проявить. Все. Они запачкали себя этой организованной преступной группой. Они соучастники. Пусть они скажут спасибо, что у нас еще нет закона РИКО, как был в США, да, когда судили за связь с мафией. Если доказана твоя связь с мафией, то ты являешься соучастником этой мафии, и ты попадаешь под статью. У нас этого закона еще нет. И пусть скажут спасибо, что его нет. Им просто не дали возможность участвовать в выборах. И сейчас они, извините, они в топку кинули вот это, мне кажется, это последний срок, когда патриотический блок и вся вот эта вот кампания избралась в парламент. Дальше они просто будут от них требовать каких-то дополнительных действий, они будут не смогут отказать, и он просто их тоже потратит. Ну вот вы говорите о дополнительных действиях. Вот дополнительные действия, как мне кажется, они осуществились Игорем Додоном, и Василий Тарлев был на этом митинге протеста 29 числа. Вот это и есть дополнительные действия. Чем они закончились? 14-минутной акцией протеста? Ну, они слили протест, да, я с вами согласен. А почему слили? То есть они заранее, Додон анонсировал, что будет такой протест, не зная даже результаты выборов? Мне кажется, они не ожидали, что результат будет таким. Мало кто ожидал, что результат будет таким. Давайте как бы честно. Они ожидали, что они выиграют эти выборы? Нет, они ожидали, что ПАС может... Во-первых, они ожидали, что они выиграют. Они, скорее всего, ждали, что если результат будет в пользу ПАС, он будет незначительным. Не сможет сама партия не сможет сформировать правительство. Не, даже если и сможет, то там разница будет такой маленькой, что... На которой можно будет играть дальше. Нет, с которые они смогут представить, что, смотрите, разница маленькая, значит, там 100% есть фальсификация. Они просто натянули эти выборы. А они посмотрели на результаты, и они увидели, что партия ПАС набрала в 2 раза больше, чем набрала патриотический блок. Ну да.
И ты как бы уже с этой... Плюс, сложно обвинять ПАС в фальсификациях, когда ПАС вел свою избирательную кампанию честно, и все журналисты, международная пресса, комментаторы обращали внимание на то, что Россия пытается воздействовать, Россия пытается фальсифицировать наши выборы. Ты не можешь развернуть этот поезд в другую сторону. Все общество привыкло к мысли, и эта мысль как бы была обоснованной, она была рациональной, потому что были доказательства представлены. Вот сколько денег, вот агенты Кремля, вот попытки дестабилизации и так далее. И все это делалось в пользу патриотического блока. И они просто, и плюс еще такой результат большой, им нечего предложить обществу, им нечего... Тогда зачем выходить 29 числа? Но они объявили заранее, они же объявили это еще до того, как были известны Тогда другой вопрос, результаты. зачем позорные 14 минут, которые выстояла эта самая акция протеста? Знаете, И в школе объявились. 5 минут позора, экзамен сдан. Понимаете? Но вы говорите о тех действиях, которые возможны после. Вот Уже невозможно, давайте. Нет, но Илон Да. Шор заявил, что оппозиция не признает результаты этих выборов, и он сказал о том, что в ближайшие дни мы обсудим план действий с коллегами, после чего призовем наших избирателей выйти на Какие протесты. сказки? А какая позиция? Ренат Усатый едет отдыхать. Заявил об этом Да, официально. у него все в порядке. Да. Да. Эти вышли на протест. 14 минут. Да, он, понимаете, он даже не органичен с этим мегафоном в руках, понимаете? Дадон, имею в виду, да? Ну, Тарлев более неорганичен был. Еще более на этом. Но неорганичен. Ирина да. Влах смотрелась в мегафон. Ну все, Ирина Влах уже, она даже не пришла их поддержать, вы же видите, потому что зачем? они ее не поддержали, а она их не поддерживает. Нет, им нечего Вот какие предложить. игры? Они ее не А скажите, поддержали. люди, они выйдут, Нет. чтобы поддержать Шор? Нет, партия социалистов, окей, вот этот патриотический блок, они опираются на ту часть молдавского общества, в которой нет протестного потенциала. Протестный потенциал есть в другой части общества, которая голосует за Европейский Союз. А еще протестный потенциал, простите, есть у Шора? Потому что только Нету. что Елена Федоровна читает о том, что Шор сказал, что Шор еще сделает. Что Шор может еще сделать Шор после полностью того, нейтрализован. что... А может Шор быть... нейтрализован, его потоки в страну прерваны, ему уже денег никто не даст. Это была его последняя возможность это все каким-то образом развернуть, он не смог. Бенефис. Поэтому, как бы, я думаю, что его люди отстранены, его люди нейтрализованы. Марина Таубер в Москве Ну, скрывается. Марина Таубер вчера суд вынес решение о Ну том, да. что 7 лет и 6 месяцев Да. Марине Таубер... Евгений Заочно. Гусул сидит в тюрьме. Эти, которые ездили продавать гагаузию, я имею в виду Константинов, Михаил Влах и Илья Узон, сидят, ничего не говорят. А почему? Ну, потому что понимают, что дело пахнет керосином для них. Это же очевидно. Понимаете, они... А что с задержанными и арестованными, которые находятся под домашним арестом? Есть несколько человек из Гагаузии в том числе. Я не могу сказать, что, потому что я не знаю деталей судебного Но ничего нет пока в информационном пространстве. расследования. Я думаю, что там охотятся за большими рыбами, охотятся за... Потому что очевидно, вы имеете в виду из Гагаузии вот эти вот начальнику научного центра? Ну да, и заместители примаров, которые... Обратите примары. внимание, да, мы ждем, чтобы научный центр развивал гагаузский язык, а они занимаются распределением денег Шора. Ну, надо, чтобы правоохранительные органы и, в общем, судебные решения были о том, чем они занимались, чтобы общество знало. Потому что Ну, сейчас это только арестовали по заказу. Да. Что основная мысль в обществе такая, Михаил. Нет, я с Что вами это согласен. заказные аресты, заказные допросы, заказные Ну, это общество, расследования. опять же, это иллюзия. Можно вот здесь Иллюзия, вот общество, имеется в виду цитату? гагаузское сообщество. Гагаузское сообщество живет в иллюзии. Гагаузское сообщество не хочет признать, что это было большое преступление, в котором они тоже соучаствовали. К сожалению, Да, к сожалению. И они просто пытаются найти оправдание себе. Как и с Евгенией Гусул. Человек меня спрашивает, а что, она действительно будет сидеть? А что она не будет сидеть? Она же совершила преступление. Есть преступление, есть наказание. А можно цитату Михаила Влах, который говорит о том, что Михаил Влах в Facebook пишет о том, что мы стали свидетелем приговора над Мариной Таубер. От безнаказанности режим Санду не знает границ. Сегодня всех неугодных для ПАС приговаривают к тюремным
заключением. Надо сказать, что был один лайк под этим его постом. Он сам его и лайкнул, да? Не знаю, но вот, то есть такая позиция у него, такая позиция транслируется и всем жителям Гагаузии. Ну вы же видите, что эта позиция уже не получает поддержки. Ну, большой вопрос, да, большой вопрос, но Марина Таубер сбежала, то есть люди, которые знают, что они хотят Правы. отстоять свою правду и в суде готовы не представить бегут. все свои... Они не бегут из Да, страны, как они минимум. бегут, да. Ну, Поэтому- значит, она не уверена в том, что... Она уверена в том, что там... Так Евгения Гусул уже тоже хотела убежать. Просто ее поймали. Тот день все-таки, это был день Побега. Да, это был день побега. Она собиралась убежать, потому что до этого убежали Нестеровский и Лозован. До вынесения приговора. Ну, к тому списку можно этих людей перечислить, Да. о которых мы говорим. Она пыталась сбежать, просто власть поняла, что это будет выглядеть очень плохо в глазах общества. Поэтому ее задержали, посадили под домашний арест и довели дело до конца. Вот и всё. А вот вчерашние аресты журналист Калин. А почему нет Кузнецова, спрашивает меня вчера в мессенджере жители Гагаузии, где Кузнецов? Ну вот я не знаю, где Кузнецов, потому что я не член исполкома, я не работаю с Кузнецовым. Вы понимаете, их столько много, что не знаешь, за кого взяться. Где Я эти думаю, люди, которые возьмутся из-за представляют Кузнецова. исполком? Я не знаю. Но Возьмутся его из-за не видно в Кузнецова. последнее время. Ну и сейчас. А Илья Узун удалил свою страницу в Фейсбуке или не удалил? Но мы позавчера, по-моему, пытались что-то найти, и мы не смогли найти на странице Ильи Узуна. То есть вы не смогли даже найти страницу Ильи Узуна? Да, в Нет, Фейсбуке? есть много страниц Ильи Узун, но нет того Ильи, который является исполняющим обязанности Башкана Гагаузии. Надо лучше искать, надо посмотреть. Нет, я думаю, что они просто заметают следы. Вот и все. Ну, про заметают следы, кстати, можно сказать и о том, что со мной поделились информацией. Человек сделал анализ страниц нескольких управлений исполнительного комитета, на которых удаляются те или иные материалы, которые ранее были там опубликованы. То есть компрометирующие какие-то Да, материалы. а эти материалы касались именно вот тех акций протестов, которые были перед зданиями судов, когда шли эти судебные разбирательства над Евгением Гуцул. Ну, потому что о эти чем это говорит? Эти протесты, это как раз, видите, я протесты говорю. Не мягко, да? То есть Протест. протест. Эти протесты были проплачены. И это прямое доказательство того, что там были деньги Шор. Да, значит, если изымается эта информация. естественно. Знаете, мы же ведь стали свидетелями того, как экс-башкан Гагаузии после ухода из Гагаузии многие материалы на ее собственно Про созданном Гагаузинфо, да? сайте, Да. даже не хочется называть Ну, там они снесли, Я по-моему, считаю, что- страницу в Ютубе. Мало кто их уже читает, поэтому они подстраиваются, и такие информации они публикуют от имени Гагаuz Медиа, они Гагаuz Ньюс, что-то там еще такое, то есть шифруются, но так или иначе они Кстати, вот выдают- хорошо, что вы заговорили об этом. Важно тут такое отступление сделать и обратить внимание на то, что вот недавно коллеги Проверено медиа Илья Бер сделал, значит, анализ, на который я ссылался, когда говорил, что Майя Санду стала, значит, целью номер один в нападках российской пропаганды. Там показали еще одну информацию, что главным источником распространения дезинформации по поводу Майя Санду являются гагаузские телеграм-каналы. Что удивительно? Нет, ничего удивительного, мы просто проговариваем это, да. Это к вопросу тому, что у этих, в смысле, у пророссийских сил Гагаузия осталась главным и единственным, можно сказать, источником, да, то есть человеческих ресурсов, медийных ресурсов. Ну, потому что, как вы говорили, простите, пожалуйста, Елена Федоровна, одна мысль, как вы чуть выше сказали, то есть Ирина Влах передала это все Шору, и поэтому случилось то, что случилось 2 года назад, и избран такой Башкан. При этом играла, что поддерживает Кройтера, возвращаясь к вашей мысли. И точно так же был передан на блюдечке золотой каемочкой, наверное, весь состав членов исполнительного комитета, потому что мало кто изменился Да. в этом составе, Да. они продолжили такую работу. Поэтому, когда партия «Сердце Молдовы» приходила в Гагаузию, она приходила к себе домой. И поэтому там, Какое название? Сердце Молдовы. к себе домой. Поэтому там было столько много представителей Гагаузии, у которых которых не связывает с Гагаузией даже место жительства. Потому что и Ирина Влах, и многие члены исполкома, и тоже ее заместитель, они давно проживают в Кишиневе.
Я да, то, что проживает в Кишиневе, наверное, это важная деталь, но, понимаете, там Это не важная деталь, но это важно понимать, что с Гагаузией их мало что связывает, либо вообще ничего не Да связывает. и им вообще плевать на эту страну. Они туда пришли просто для того, чтобы заработать денег, вот и все. Кто-то мне говорил, что когда Ирина Влах выиграла второй тур, она сказала, все, теперь мне на все наплевать, я буду зарабатывать только деньги. Вот и все. И чем закончилась вот эта Мы же видели, что эпопея Ирина Влах с и ее заработком? семья стала одной из самых богатейших семей Республики Молдова. Мы же не можем отрицать этого факта. Цель достигнута. Цель достигнута. Теперь она идет дальше. Теперь она хочет, знаете, это как в той Аппетит приходит во время в сказке «Рыбаки и рыбки», да? Я не хочу быть царицей, я хочу быть владычицей морской, чтобы золотая рыбка была у меня на посылках. Понимаете, вот примерно то же самое в поведении Ирины Влах. Етмер, понимаете, дальше идет. Но там проблема в том, что они не могут остановиться. Их же не просто так привели в политику и дали им эти возможности. Они должны отрабатывать. Да, можно взглянуть еще вот на эти выборы с другой точки зрения. Мы говорили больше про левые партии, давайте поговорим немножко про ПАС, про Майя Санду. После окончания выборов Майя Санду выступила с обращением к стране и сказала о том, что победила не партия, а вся Молдова. Что вам вот в этом месседже видится? Ну, это то, что я говорил ранее сегодня, да, действительно. И она, в принципе, я был на нескольких встречах и в диаспоре, и здесь в стране, где она выступала. И там были постоянные вопросы, а вот может вот так вот, а может вот так вот, может вы там не признаете результаты выборов в случае то, может вы там коалицию. Она на все отвечала, друзья, нет. Мои полномочия ограничены, я смогу сделать то, что я смогу, но есть Конституционный суд. Отмена результатов выборов это не вариант, такого варианта у нас нету, не рассматривайте. Единственный вариант, который у нас есть, это мобилизация. И понимание того, что нам угрожает, перед каким выбором мы стоим и так далее. То есть она призывала всех мобилизоваться, поэтому после выборов, естественно, она это назвала общей победой, потому что она всех призывала защитить страну перед этим на этих выборах. Вы восприняли это как искренний посыл президента гражданам? Ну, я не видел в Майе Санду неискренних посылов. И да, в этом конкретном случае это был посыл гражданам именно той частью, ко всему обществу, по большому счету, да, но услышали те, кто, скажем так, понимают, в чем угроза. Вот этот объединяющий фактор тут присутствует, неважно, как вы, что вы думали, теперь давайте объединимся во благо страны. Тут он чувствуется? Конечно, безусловно. Вы смотрите, как проголосовала Ботаника, которая имеется в виду Кишинев, которая считается пророссийской. Ботаника проголосовала почти 50% за ПАС. Да. Весь Кишинев проголосовал за ПАС. Рожкановка, которая тоже много русскоязычных, там больше 50%. Но надежды были другие у альтернативы, как минимум на Кишинев. Ну, понимаете, в чем проблема альтернативы и в чем проблема патриотического блока? Проблема в том, что там политики, которых мы всех видели в деле. И мы, На протяжении 20 лет. да, и причем. мы понимаем, что они ничего нового предложить не могут. И в этом их минус. Но не часто люди, Но это не избиратели не означает- смотрят на это зачастую. Здесь в Гагаузии не смотрят. Да. Но по результатам мы же понимаем, что как бы они не смогли убедить людей в том, что они альтернатива. Это да, Михаил, но это не означает, что... то есть я сейчас хочу, чтобы зрители и мы правильно это понимали. То есть люди, которые имеют большой опыт работы и могут быть полезны этой стране, они, возможно, тоже есть в числе разных партий, которые прошли, не прошли в этот парламент, да? Но в целом альтернатива ожидала, и это чувствовалось на протяжении всей предвыборной кампании, что Кишинев, в общем-то, очень усиленно будет поддерживать именно альтернативу, а не ПАС. Поэтому вот такой перекос, мне кажется, что это тоже наделало какой-то такой вопросительных знаков для кого-то. Вы знаете, я однажды, когда на одном из тренингов, это было очень давно, это, по-моему, был 2008-2009 год, мы анализировали с разными журналистами из разных стран, анализировали, как в их странах проходят выборы. И один из журналистов сказал, что, вы знаете, у нас, когда в стране заканчивается выбор на следующий день, то есть все идет до выбора. Вот выборы закончились, все легли спать, и утром все проснулись, и каждый занимается своим делом. И вот эти выяснения отношений, они уже, отношений политических между политиками, они уже не имеют никакого значения, потому что со следующего дня, как только люди проснулись, они приступают к своей работе как политики, у которых уже есть доверие людей, и они начинают работать и реализовывать свои программы, о которых они
говорили избирателям. У нас, мне кажется, ошибаюсь или нет, вы больше и лучше анализируете выборы на протяжении всех этих 20 лет. Скажите, пожалуйста, очень часто после выборов всегда бывали какие-то бурные обсуждения в обществе, а сейчас как-то тихо. Впервые. Ну, я думаю, что те, кто, скажем... Говорит ли это о том, простите, уточню, говорит ли это о том, что и у нас тоже, и политики, и люди понимают, что с завершением выборов закончились баталии, надо начинать работать? Нет. Или это говорит о том, что ожидали другого результата и теперь решают, что же делать. Вот получили такой результат. Как по-новому Он они- неожиданный. завести Ну, шарманку? я думаю, скорее второе, потому что они не ожидали такого результата, они... им нечего предложить. Знаете, они, вот если посмотреть на вот эту кампанию, как они себя ввели, помните, вот эту Ирина Влах, Майя Санду дрожит от страха. Нет, желтый. Окей, да, желтые дрожат от страха, Майя Санду дрожит от страха и так далее. Мне это напоминало, знаете, такой танец хака. Это у коренных народов Новой Зеландии. Такой военный танец. Он стал популярным и общеизвестным благодаря команде регби Новой Зеландии. Они перед матчем танцуют этот танец, они гримасничают, бьют себя по разным частям тела, пытаются запугать таким образом своего соперника прямо перед началом матча. Вот то же самое исполняла вот это вот российские прокси, в том числе Ира. Вот этот танец хака, пытаясь запугать пас, чтобы пас вот просто и избиратель испугался, не вышел на выборы и сдал победу этим партиям. Но закончились выборы, вскрыли избирательные урны, подсчитали голоса, и оказалось, что это всего лишь навсего была пыль, понимаете, напускной туман. Наоборот, это сыграло, обратную реакцию вызвало у людей. Может быть. Понимаете, им нечего предложить, они не ожидали такого Ну как результата. нечего предложить, Михаил? Ну давайте детально. Вот, бесплатный газ был предложен. То, что хотят слышать Но никто всегда. не верит в этот бесплатный газ уже. Но никто не верит, это преувеличено. В Нет. Гагаузии верят и ждут. Нет, ждут, Да. но не верят, что это возможно. Ну, возможно, да. Да. Потому что, Потому что уже многие обещали. понимаете, и мы не можем как делали. угодно относиться к нашим согражданам, живущим в Гагаузии, но они-то умеют анализировать. Они же понимают, что вон Украина, война, все закрыто. Понимаете? Если бы Украина не прекратила транзит, то еще можно было об этом говорить. Они видят, что происходит в Приднестровье. Приднестровье осталось, извините, в Приднестровье скоро будет гуманитарный кризис. Люди умеют анализировать это. И они прекрасно понимают, что это уже не... Окей, в Гагаузии мы видим, что не сработало, да? 82% проголосовало, по-прежнему вполне возможно и верят, и ждут. Да. Но если посмотреть на всю остальную страну, мы же видим, что там не верят и не ждут. Понимают, что как бы, ребят, все, игры закончились. У нас есть одна Можно еще цитата? один? Да, цитата она интересная. У меня вот такой Да. вот один вопрос к вам. Вы очень часто в своих передачах анализировали вот эти социологические исследования. И, конечно, вы делали акцент на том, что вот есть неопределившиеся, из-за того, что есть вот эти неопределившиеся, трудно сказать, каким будет исход выборов. Да. Но мы видели там 3 партии, кто-то говорил о том, что пройдут 4 партии, но никто не видел партию Костюка среди тех, кто пройдет в парламент. Как вы объясняете вот эту ситуацию? Почему социологи совсем не усмотрели, не увидели этой партии в числе Я тех, думаю, кто что сам сможет Костюк пройти не в парламент? ожидал. Нет, там были социологические опросы, которые показывали, что Костюк на грани прохождения. Да. Да, ну Watchdog делал опросы, они постоянно делали опросы, и можно посмотреть в динамике, как растет та или иная политическая партия. Тикток шмикерии это И делает. у них, нет, там не только TikTok шмикерия. Вот смотрите, если посмотреть на таблицу, какие партии прошли, и сравнить его с А давайте предыдущими парламентами. покажем на таблицу, которая у нас есть показывает, только как прошли. да, Да, кто вот прошел. так выглядит этот Да, А но вы парламент. имеете если- в виду следующие партии, которые не прошли? Нет, я после? имею в виду с предыдущими парламентами. с предыдущими. сравнение. Да, в предыдущем парламенте вы видите 3 политические силы. Это ПАС, Блок коммунистов-социалистов и партия ШОР. Тогда они еще шли под брендом партии Да-да. ШОР. Она еще не была признана неконституционной. Теперь вы видите другую таблицу. ПАС 55 мандатов, Патриотический блок 26 мандатов, Альтернатива 8 мандатов, И Рената шесть. и по 6 эти. Да. Если смотреть, у ШОРа в прошлом парламенте было 6 мандатов. И эти 6 мандатов, с моей точки зрения, ушли к Василию Костюку. Там был эффект ТикТока, там был эффект помощи его старых друзей из Демократической партии.
А почему ушли к Костюку? Может, ушли к, ну, к Не Костюку от к Шора? патриотам ушли? Нет, они не к патриотам ушли. Так они, может просто- быть, у Шора и остались. То есть Костюк тоже... Ну так, Что это? ну, например, председатель комиссии по безопасности Лилиан Карп сказал, что как бы ему помогал Шор, и эти голоса ушли к Василию Костюку. Значит, они ушли туда, куда должны Они ушли были. туда. Если вы смотрите, как распределились голоса, патриотический блок потерял, ну, опять же, это Да. последователи блока партии коммунистов-социалистов, там они потеряли 6 мандатов. Эти 6 мандатов ушли к альтернативе, это однозначно. Мандаты, которые потерял ПАС, они ушли, 6 мандатов ушли Ренату Усатому, потому что там такой пограничный, очень странно это звучит, но там такой пограничный электорат. И 2 мандата от ПАС ушли к этой альтернативе. Но вот так вот распределились голоса. Но Василий Костюк — это однозначно поддержка Шора, бывших демократов, Плохотнюка и так Ну далее. и перед тем, как зачитаем последнюю цитату и будем завершаться уже, скажите, Михаил, как вы думаете, если бы, мы с Леной Федоровной вчера об этом размышляли, но у нас нет ответа на этот вопрос, возможно, он есть у вас. Если бы партия «Сердце Молдовы» не пошла бы в блок, не вошла бы в состав блока, а шла бы сама на выборах, сколько могла бы набрать? Ну, она бы ничего не набрала, это на уровне 0,1% может набрала бы что-нибудь. То есть 2%. пойти, вступить в блок, это было большое спасение для Это была маленького попытка, сердца. но не сработала. Просто в Кишиневе просто поняли, что Ирина Влах... Понимаете, я был на одной встрече, где было сказано, что... Вот посмотрите, даже Шор не запачкался. Не Шор, а Дадон так глубоко не влез в деньги Шора и в операции Шора. Он испугался. Главное, там связующей была Ирина Влах и ее партия. И эти же обыски, которые начались сейчас на юге, они были именно из-за того, что она стала принимать эти деньги. И я так понимаю, что если учитывать то, что я говорил ранее, да, что она подготовила почву, создала условия, чтобы Шор зашел сюда с этой агрессивной риторикой. Я так понимаю, что договоренности были давно. И, кстати, Ион Стурза в одном интервью у меня сказал, что эти сетки развивались параллельно. Да, вот Евгения Гуцул, как инструмент перевоза денег, и Ирина Влах, они развивались и работали параллельно. Поэтому... Ну, наверное, поэтому Ирина Влах за 2 года правления Евгении Гуцул ни разу и не высказалась ни по поводу Евгении Гуцул, ни по поводу ее правления. То есть она очень любит Гагаузию, но она никак не комментировала, что происходит здесь, почему и как. Ну, интересный момент еще один, кстати, Федоровна. Простите, с Михаилом есть о чем поговорить. Да, да. Интересен тот момент, люди говорят о том, что то, что Ирину Влах исключили из-за предвыборной гонки, это и Дадону, и Воронину понравилось. Ну, мы же видели, что они не то, что мы видели, мы знаем, что они ненавидят друг друга. Это я неоднократно про Ирину Влах говорил и Воронин. Это и Ирина Влах говорила про Воронина. И Дадон про Воронина, и Воронин Они про друг друга. Дадона. И понятно, что они друг друга не недолюбливают, мягко сказано. Просто им сказали быть вместе. Они собрались в этот блок и были вместе до тех пор, пока... И будут дальше быть вместе, и будут дальше вместе, пока им скажут, не скажут, ребята, все, можете Ну, расходиться. возможно, еще чуть побудут и разойдутся. Да. Михаил, у нас есть еще одна цитата, и мы хотели бы получить ваш комментарий. Майя Санду, президент Молдовы. Мы считаем, что эта мысль очень важна для Гагаузии. Что вы скажете? Потребуется время, чтобы люди поняли, что мы не враги. За продажу голосов наказывают не потому, что ты гагауз, а потому, что это незаконно. И неважно, из какого-то региона. Нам придется выстраивать отношения практически с нуля. Мы хотим, чтобы они поняли, что коррумпированные политики, которых они там выбирают, не могут сделать их счастливыми. Там есть и честные политики. Ну, вы сейчас задаете вопрос, еще на полпередачи можно Не говорить надо, об этом. коротко. Вот мы знаем, что можно на полпередачи, но сейчас очень коротко. Ну, понимаете, вообще гагаузы, я это говорю как гагауз, и для меня это как бы большая боль, мы немножко предательски ведем себя по отношению к молдаванам. Они нам ничего плохого не сделали. То, как мы себя ведем и позволяем использовать России себя как инструмент, это предательство, понимаете. Мы от них не видели, вот эти все сказки, которые рассказывают, что там в 90-е были, да, был поход волонтеров. У меня, кстати, есть буквально пару предложений. У меня есть интервью с Ионом Хадырко, председателем Народного фронта тогда, фронта, который участвовал в событиях осени 90-го года, поход волонтеров. Он рассказал такую очень интересную историю. Он сказал, да, поход волонтеров это была незаконная штука, но тем не менее это случилось, но это не пошло дальше. Он говорит, мы сидели в Чемишли, Да.
Я, говорит, ездил в Камрад на переговоры для того, чтобы разрулить ситуацию. И, кстати, Константин Таушамжи... Константин Таушамжи об этом да, же об этом, рассказывал да. в нашей студии. Да. И он говорит, я вижу, что уже те, кто собрались в Чумишли, такие все накачанные и так далее. Я, говорит, уже месяц туда-сюда езжу, не могу ни о чем договориться. Вижу, что Камрад сам не принимает решений, кто-то там сзади манипулирует. Я, говорит, просто не могу понять, кто. Возвращаюсь обратно, мне говорят, все, говорит, Хадырка, уходи, ты там достался своими переговорами, идем на Камрад. И он говорит, я высматриваю в толпе одного человека, самого такого активного, я говорю, давай, говорит, поедешь со мной, просто, говорит, наблюдай, ничего не делай, просто наблюдай. Мы, говорит, сели в Волгу, подъезжаем к Буджаку, говорит, видишь пост ГАИ перед Буджаком? Да. Обрати внимание, на крыше стоит пулемет. Да? Переезжают под этот пост ГАИ, стоят 6 КАМАЗов, да? 3 с одной стороны, 3 с другой, чтобы перекрыть дорогу в случае чего. Дальше, говорит, едем, мост через Илпук, и за поворотом железнодорожный переезд, на железнодорожном переезде стоят 2 поезда, чтобы перекрыть дорогу в случае чего. Мы, говорит, вернулись оттуда, я, говорит, смотрю на этого человека, вернулись в Чумишлию, у него уже прыть поубавилось. То есть он понял, что там их ждет засада, понимаете? Ну, то есть, как бы колонна заезжает, едет на Камрад, доезжает до железнодорожного переезда, поезда перекрывают дорогу, здесь перекрывают КАМАЗы, и они оказываются в ловушке, их с этого пулемета просто расстреливают и устраивают кровавую баню. Мы же понимаем, что тогда гагаузское руководство само это организовать не смогло. Кто-то ими манипулировал для того, чтобы организовать эту кровавую баню. Они поняли, что их ждет кровавая баня, и просто сдали назад, они не пошли дальше. Понимаете? И это здесь пытаются представить, как мы там отстояли то, мы отстояли все. Да, может быть, в этом и есть что-то, но там просто оказались умные люди, которые Но поняли... оказались умные и по эту сторону, потому что пошли на эти переговоры, в частности, говорим, и не только о том, но дальше они пошли на уступки, дали эту автономию. И сиди, развивайся, живи, понимаешь, а мы что? В следующем выпуске... Ну, конечно, она же когда приезжала, она же пока говорят, мы же вам не враги, давайте вместе решать что-то. А там в Народном собрании, ваш язык не румынский, ваш язык молдавский, как слушайте. Я сама буду решать, как называть свой язык. Да, это вот эти помните, вопросы... та же самая история, она же пригласила Ирину Влах, когда она постоянно Майя Санду то, Майя Санду, она говорит, женщина, давай приходи, давай поговорим, что ты хочешь. И они же встретились в президентуре. И что, Ирина Влах села, фотку сделали, ушла и продолжила ту же самую риторику. Президент же сказал, давайте как бы решать, что вы хотите. Денег хотите, давайте как бы денег поговорим. Хотите там то, давайте, в чем проблема? И проблема в том, что Ире Влах не нужно было решать проблемы. Ей нужно было накачивать Гагаузию ненавистью. Теперь, когда есть такой, выборы закончились, ПАС получила второе доверие от избирателей страны. Да, но и будет общество накачано ненавистью, с этим что делать? С этим что-то надо делать, да. Поэтому мы и эту мысль президента, мы с Еленой Федоровной усмотрели очень важный посыл для тех, кто представляет или будет представлять власть Гагаузии, для того, чтобы понять, что пока мы внутри страны, Камрад и Кишинев, политики, избранные жителями автономии, и политики, избранные гражданами страны, пока мы не найдем общего языка, вот это разъединение не будет приносить ничего, кроме агрессии и вот этих грязных выяснений взаимоотношений на протяжении всего периода и не только выборного. Вопрос только, с кем вести диалог в Камраде. В Камраде вести диалог не с кем, ни в Народном собрании, ни без полка. Опять же, нам с этим надо что-то делать. Нас ожидают выборы в Народное собрание, затем будут и выборы Башкана Гагаузии. Но надо избирать таких людей, которые смогут... Сначала нужно создать условия, чтобы выборы были честными и свободными. Нужно изменить закон. Я считаю, что выборы Башкана и Народное собрание должны проходить по кодексу о выборах Республики Молдова. Эти выборы не должна проводить Гагаузия. Их должна проводить Центральная избирательная комиссия Республики Молдова. Гагаузия в этом не должна принимать никакого участия. Опять отпираете полномочия? Какие полномочия? Остаются экономические полномочия, остаются финансовые полномочия, их никто не отбирает. Дело в том, что мы хотим... Полномочия говорить на своем языке, их никто не отбирает. Никто не отнял, но никто и не отстаивает это полномочие, чтобы вы просто видите, значит, понимали. что хотят? Хотят полномочия, которые дают им власть. Хотят лицемерие. Да. Которые укрепляют их власть, дают им возможность прийти туда, Народное собрание, манипулировать выборами и дальше продаваться налево-направо. Да, потом расширять чиновничий аппарат, получать огромные, брать себе столько помощников, сколько надо для того, чтобы... И еще и деньги Шора распределять, да? Как стало известно, да, еще и распределять деньги Шора. И мы удивляемся, почему
Научный центр не занимается научными исследованиями. Он, оказывается, Но научный занимается- центр и занимается и научными исследованиями, но это часть вопроса, по которой задержана представитель научного центра. Да, предстоит обществу услышать, что, как, почему и на самом деле, что происходит. Но спасибо, Михаил, за то, что были сегодня в нашей студии. Да, вот я привела пример со странами, где, когда выборы заканчиваются, на следующий день все принимаются за работу. Все — это и избиратели, и избранные лица. И вот работы в нашей стране, точно так же, как и в Гагаузии, непочатый край. Ну, большинство в парламенте, как минимум, может быть уверены в том, что оно примется за работу. Уже принялось. Да, Что будут но делать остальные, я не знаю. мне остается сказать успехов нашей Молдове. Да, конечно. Потому что выборы закончились так, как они закончились. Это выбор граждан. И идем дальше. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Друзья, это был выпуск проекта «Единомышленники». Очередной. С нами был Михаил Сиркели, журналист, политический комментатор и основатель проекта «Нокта». Друзья, я Екатерина Жекова. И я, Ирина Карамид. Благодарим, что вы были с нами. И если вы досмотрели эту дискуссию, вам она интересна, поделитесь с друзьями, пусть они тоже подпишутся на наш канал. Мы вам признательны за то, что вы следите за нашими дискуссиями, пишите комментарии. Обязательно воспользуемся вашими мнениями, предложениями и темами, которые вы хотели бы обсудить, тоже напишите. Мы читаем и вынесем их на обсуждение. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.